Более 600 ветеранов Великой Отечественной войны смогли улучшить свои жилищные условия за счет субсидий из республиканского бюджета в прошлом году. Масштабную кампанию по ремонтным работам приурочили к 75-летию Великой Победы. В домах тружеников тыла меняли крыши, устанавливали стеклопакеты, делали косметический ремонт. В Ижемском районе таким образом удалось помочь почти полсотни ветеранов. Пообщалась с ними и оценила результаты Ксения Лосева. Александра Николаевна Истомина носит звание самой старшей жительницы Ижмы. Труженице тыла 98 лет. Несмотря на такой почтенный возраст, она с удовольствием занимается хозяйством, общается с внуками и уже нянчит правнуков. Говорит, особого секрета долголетия у нее нет, разве что бесконечная любовь к жизни и желание быть полезной. Трудиться, не покладая рук, Александра Николаевна привыкла с детства. В дальнейшем это очень помогло в тяжелые военные и послевоенные годы. В колхозе работала. У нас колхоз, тогда колхоз был. Война, когда начала этот году, 17 лет было, я лесоучасток уже лес возить поехала. Тяжелые работы еще работали. После войны тоже было непросто, но тогда никто не жаловался, делится Александра Николаевна. Ведь главное, небо над головой снова стало мирным. В своем доме в Ижме труженица тыла прожила почти 40 лет. За это время он изрядно состарился и начал пропускать холодный воздух. В прошлом году его, наконец, обшили. Теперь внутри уютно и тепло даже в самые лютые морозы. Помощь ветеранам республики организовали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Субсидии направили и на ремонт прохудившейся кровли другой труженицы тыла из Ижмы. Дому Анны Осиповны Артеевой и вовсе уже 62 года. Когда-то она возводила его своими силами вместе с мужем. Задняя часть уже там под крышей все сгнившие доски. Они меняли доски, вот, и новые проложили. Сейчас крыша, все красиво. Вот это водоотвод сделали красивый. Так что вот бабушке мы все показывали, что она там поняла, не поняла. Вот я считаю, что это очень большая забота о бабушке, и очень приятно, что помогают нам. Всего же на ремонт жилья ветеранам из бюджета республики в прошлом году было выделено около 50 миллионов рублей. Из них Ижемскому району около 6. На эти средства удалось улучшить жилищные условия почти полсотни ветеранов. Кому-то, как Александре Николаевне, обшили дом, кому-то переложили печь, где-то обновили кровлю и установили стеклопакеты, а где-то и вовсе сделали внутренний косметический ремонт. В некоторые труднодоступные населенные пункты стройматериалы даже приходилось сплавлять по реке. Впервые этим занимались советы ветеранов городов и районов республики. И когда вот мы начинали, были сложности. Не то, что сложности, а вроде бы какой-то страх преследовал. Сможем, не сможем. Вопросы задавали себе. Знаю сама из информации Республиканского совета ветеранов, что кто-то отказывались от ремонтных работ. А мы вот начали, вот вслепую, можно сказать, начали и произвели. И довольны ветераны, довольны. И мне кажется, вот мы тоже чувствуем такое удовлетворение проделанной, выполненной работой. Ремонт жилья – вопрос важный не только для тружеников тыла, но и для детей войны. Один на один со старыми домами и прохудившимися крышами их тоже не оставят. Сейчас местные советы ветеранов собирают актуальную информацию об условиях, в которых живут люди, в чью жизнь однажды вмешалась война. Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми важную и очень нужную инициативу уже поддержало. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Ижемский район.